Create4 — это название фестиваля, который ежегодно проходит в апреле месяце. Почему в апреле? Потому что в 2017 году ООН провозгласила этот день как Всемирный день креативности и инновационной деятельности. Я ухожу, я обратно прохожу. И в этот момент вот это, да, меня глаз. Все, поржали, короче, над собой. И хотелось бы рассказать, сейчас объясню. На самом деле все просто. С момента, как ассоциация была учреждена, с 2022 года, с 23 апреля мы уже отмечаем этот праздник и всегда приурочиваем этот фестиваль к этому дню и приглашаем всех соотечественников, любых желающих на площадку Create4. Вот тут я уже использовала слово площадка, да, что Create4 — это, да, фестиваль самый масштабный, который объединяет креаторов, креативной индустрии и людей, заинтересованных узнать больше про креативные индустрии. Когда мы познакомились с Ассоциацией креативных индустрий, оказалось, что несмотря на то, что кажется, в Кыргызстане очень много творческих, креативных людей, какие-то индустрии развиваются, но мало таких поводов для объединения. И захотелось создать такую площадку творчества, свободы, где будет комфортно людям, может быть, отличающимся от большинства. Таким образом зародилась идея вообще проводить небольшие ивенты для того, чтобы объединять ребят. Да, кто это? Бумажный дом сериал? Серьезно? Я даже не знал, кажется, прикинь. Серьезно, Наруто? Я даже... Вы вот это аниме смотрите, да? Вообще не знаю, прикинь. Мне нравится, что в зале присутствуют профессионалы, госслужбы, и столько молодежи, и это так здорово. Пусть процветает Önüksün киносу, Önüksün кинематографиясы. Гельга Полчаплова, фестиваль масштабы. Первый фестиваль, это был вообще масштаб сильнейший, государственного уровня даже, да, это было в Билимкане. Площадка, футбольное поле, плюс входная зона. И я думал, ну навряд ли мы соберем столько человек. И когда мы скинули заявку на регистрацию, ее заполнили очень много, 1000 людей. Очень много креативных индустрий отреагировали. И это был очень крутой масштабный фестиваль, на который пришел даже президент. Президент сидел напротив меня, я модерировал некоторые моменты, я со сцены с ним разговаривал. И рассказывал, насколько кино может поднять экономику нашей страны, да, я помню это. Наверное, это и этот первый большой масштабный фестиваль и дал толчок всему последующим годам, да, всем последующим годам этого фестиваля. Сегодня такая погода хорошая, сегодня такой классный день. И все ваше творчество, которое сейчас может наблюдать здесь, это ваше будущее. Когда нужно было придумать этому фестивалю название, и на той встрече как раз принимала участие Айнура Маналиева. И мы все говорили. И мы, кстати, говорили о том, что инновации, искусство, люди, бизнес, деньги, монетизация, да, и такие, а давайте create for money, да, там. А потом, это как-то сильно меркантильно, да, а потом мы все-таки, мы говорили create и money, да, а потом создалось слово for, да, ради чего мы все это делаем.
А потом мы говорим, слушайте, это же каламбур, потому что фо это еще и 4 цифры, да. И давай мы стормить, что мы можем по цифру 4. И тогда мы первый фестиваль Create For провели, прям если посмотреть на эти фотографии, да, и на саму вот эту символику фестиваля, вы увидите, что Create For, и там написано Art, Business, IT и Innovation. Вот 4 слова. И вот уже 5-й год подряд это проходит масштабнейший фестиваль, где объединяются кучу разных направлений креативной индустрии и рассказывают о каких-то кейсах, как можно коллабиться друг с другом, в чем будущее нашей страны, где плюсы, где минусы. И вот такая цель Create For. И вот в этом году 5-й юбилейный по счету. До этого все фестивали, они были объединенные. Вот именно 5-й юбилейный был посвящен узконаправленному сегменту, который кажется узконаправленным, но на самом деле внутри этой индустрии, киноиндустрии, есть очень много профессий, которые пересекаются с креативной индустрией. Да? То есть там и художники, и ремесленники, и музыканты, и актеры, и артисты, господи, там, и костюмеры. Все объединяет в себе одно кино. И прямая трансляция же идет. Добро пожаловать на фестиваль юбилейный 5-й Create For кино «Камера Мотор». Проходит в кинотеатре «Алатон». Доброе утро, дорогие друзья! Суббота, утро, 11 утра. Все пришли сюда. Полный зал. Я, честно, удивлен и восхищен тем, что столько молодежи среди нас, кто готов удивлять и сделать так, чтобы кыргызский кинематограф стал популярным во всем мире. Саламат Старое, добро пожаловать на фестиваль Create For! И первый спикер, дамы и господа, который откроет этот вечер, я его знаю лично, генеральный продюсер 1-1 студио. Встречайте Асхат Табалтиев. Салам алейкум, Алатон кинотеатр, в креативной индустрии есть очень много различных профессий и направлений. Так вот, кино, оказывается, объединяет в себе совокупность многих разных, разносторонних профессий. Так как я сам киношник, я видел вот этот вот голод в глазах сидящих в зале людей, голод в глазах спикеров, когда они со сцены говорили какую-то боль свою, и это ощущалось, вот эта вот синергия, вот эта вот связь ощущалась, и вот, да, оказывается, я не одна такая, я как бы, да, умираю на площадке там во время съемок, и вот оно ради чего, оказывается, да, то есть, и много людей ко мне подходили и говорили, слушай, очень круто, когда есть площадка, на котором можно делиться каким-то опытом и перенимать какой-то опыт. То есть это точно сработало, и вот это, наверное, самое приятное для меня. С кликером вопрос возник. Поэтому мы как этот вопрос решим? Крутых ребят, творцов, да, скажем так, они бы не смогли снять свое кино, то есть без тех людей, которые им помогают. Как продать идею? Но это не про деньги, о чем говорил ранее мой коллега, это скорее про то, как рассказать и как донести свою мысль. Но на самом деле кастинг-директор — это самый первый человек, который приносит режиссеру и продюсерам ту самую презентацию и тот самый выбор актера. И это тот самый человек, который говорит «камера, мотор». Что делает второй режиссер? Это человек, который уже знает, почему актер опоздал, где его костюм, где корова из 12-й сцены и почему художник по гриму сейчас на грани нервного срыва. Тут были такие моменты, когда, вот знаете, они вроде бы не замечаются, но ты скажешь, вот это вы забыли, нам надо все убрать. Вот кондиционеры, 500 кондиционеров, кажется, мы убирали, машины новые, да, вот на фоне, таблички новые, пластиковые окна, телевизор не могли найти, мы на графике поставили Кстати, телевизор. сейчас
Я являюсь диджитал-продюсером проекта Netflix, который снимается в Казахстане. Из всей съемочной площадки, которые там находятся, американские, турецкие ребята есть. Очень приятно видеть то, что 30% это ребята с Кыргызстана, которые... Да, это вообще... В качестве, с хорошим звуком, смотреть именно через платформу. Но я думаю, что культура это растет, потому что, но кинопиратов мы не можем истребить, к сожалению, это даже Голливуд не может, не то что мы. Музыка аябай көп болуш керек. Мысалы, комедияда аябай көп дегенде баарына эле хит барат кылбайбыз, но по порядку кетиш керек. Между идеей оператора и реальной картинкой. То есть, например, оператор может попросить: я хочу мягкий свет, как на закате в Париже. И нам нужно это делать в Бишкеке ночью. Ассоциация креативных индустрий экспериментирует. То есть мы попробовали такой формат, где мы на одну площадку всех собрали. Потом мы пробовали форматы, где мы на разных площадках запускали параллельные активности, да, то есть с разными модераторами и активностями там, и даже в Нарыне, и в регионах. И вот во время 5-го фестиваля мы решили уже узкосегментированно ударить. Общались очень долго с киношниками, поняли, что есть проблема, как всегда, в любой индустрии, это кадры, специалисты. И мы решили, что нужно рассказать подрастающему поколению о профессиях в кино. Что такое профессии кино, как они могут быть перспективны, в чем будущее киношников. И именно поэтому мы взяли тему профессии в кино. Это вот второй состав. Понятное дело, все хотят стать режиссерами, все хотят стать актерами. Но там, если в кино глубже копнуть, то там сегментов очень много, да? И профессий очень много. И они, каждый из них на вес золота. Мне сегодня очень нравится, что на площадке Create4 мы не только говорим, но еще и практикуем сотрудничество и синергию креаторов. С вами делать зомби, моя любимая тема. То есть самой простой игре у меня занимает 5 минут. Актеры в том числе, и они очень хотят, чтобы у них были классные задачи. Объектов авторского права, их очень много. Их в нашем законе определено их более 20, но самый сложнейший, который содержит в себе самый большой авторский коллектив, это, конечно же, кино. Дроном приходят, потому что они привыкли на обычных дронах летать, и точно так же они хотят вот так взлететь. И в первый же день они ломают, да? Анан кыскача каскадерлык жөнүндө айта турган болсом, күмүнүм болгон Джеки Чан деле ар бир чоң трюктарын ошол эле Бастер Киттондун трюктарынан Гарл Ллойдтун ошол трюктарын кайрамында модификация кылып кино. Create4 для меня это реально очень живой такой организм. Мне хочется, чтобы люди становились частью Create4, потому что он будет жить только тогда, когда он востребован, когда он приносит радость, продуктивность. И в целом хочется, чтобы люди не переставали искать в себе креатив и творчество, и тогда за этим будет следовать наше светлое будущее. Мне всегда нравится, что на Create4 люди приходят с детьми. Вот вы сами видели в этом году, что на Create4 кино очень много детей приехали. Это вот как раз-таки благодаря нашим джаратманам, это Teach for Kyrgyzstan, Заманбап Мугалим. И это означает, что наш фестиваль, он интересен разному поколению, и что наши площадки позволяют присутствие детей
Для меня это очень важно, потому что это поколенческая история. Я верю, что ребенок, он всегда, его формирование как личности начинается еще в детстве их родителей, да, на самом деле. А тут получается вот этот ребенок, если он видит вот эти события и видит счастливых людей, я ни разу не видела плачущих людей на фестивале, да, ну, может быть, только от радости. В первом историческом кинотеатре Кыргызстана. Круто было. Ребят, большое огромное спасибо вам. Спасибо. Джаратман это стало, вот, я не знаю, у меня проблемы с русским, но есть, в общем, как-то иностранное слово становится понятно всем, да, его не нужно переводить. Мне кажется, это стало таким символом созидания, действительно, человека творческого, который пытается что-то сделать для страны. На самом деле, пару лет назад мы проводили большое исследование, и мы спрашивали у людей в регионах, в том числе, что для вас Джаратман, и чем он отличается от любого другого человека, бизнеса, да, например. И ключевым было то, что Джаратман, он всегда думает не только про себя, он думает про общество вокруг. То есть, если человек живет в селе, он думает, как его деятельность поможет селу. Если там это в городе, соответственно, про город или людей, которые тебя окружают. И это такая уникальная черта джаратманства. Я думаю, что каждый человек может стать джаратманом, и он уже рождается. А вот насколько он это может сохранить и преобразить в большие масштабы, это уже зависит от контекста, в какой стране он родился, в какой семье вырос. Поэтому джаратман для меня — это любой человек, который созидает в своей профессии. Возможно, кто-то может подумать, что джаратманом может быть только креатор, да, кто работает в креативных индустриях. А я считаю, что джаратман — это каждый, любой рожденный человек в любой точке мира, который улучшает этот мир к лучшему, и при этом он еще создает такую экономическую ценность. Для меня джаратман — это улучшатель, созидающий человек. Ну, самые первые картины, это когда я за печкой лежал. Привет, ребят, меня зовут Айша, я являюсь преподавателем. Вы сегодня увидели 5 работ наших креаторов, мы их называем креаторы, это наши студенты. Для нас, для работников киноиндустрии, да, как бы это то, что есть такая площадка, как вы, то, что вы делаете вот таких вот психов, как вот эти ребята, это настолько шикарно и круто. И спасибо огромное, что... Слушайте, я благодарен Богу, что судьба меня столкнула с такими прекрасными людьми, как Даньяр, как Назгуль, Вика, вся команда, кто состоит в креативной индустрии, потому что, ну, это какие-то божественные люди, которые, вот я же говорю, что одержимы идеей, и они заряжают этой идеей других людей, которые заряжают, в свою очередь, другие массы. Да? И это бесконечная энергия, это меньше страхов, больше любви. Это то, во что хочется верить, ради чего хочется любить. И эти люди меня очень сильно вдохновляют. Так что я рад быть частью этой прекрасной Dream Team команды. Что мне приятного говорили, я всегда же по ту сторону фестиваля, я ни разу реально не прослушивала полного выступления спикеров, но в конце подходят и говорят: спасибо вам большое, это было очень интересно, это было очень полезно. И еще благодарят сами профессионалы из разных креативных индустрий, говорят: спасибо, что вы нас под одной крышей собрали, потому что это так редко бывает, и мы рады, что вы есть, и повторяйте этот фестиваль больше и больше. И третий фидбэк, который я слышу,
Обычно фестиваль где-то 2 или 3 раза я открывала на кыргызском языке, и после молодежь подходила и говорили: после вашего выступления мы захотели изучать кыргызский язык. Были люди, например, которые приходили на каждый фестиваль, и они писали потом в анкетах, что я каждый год жду, чтобы вдохновиться, да, чтобы получить заряд какого-то позитива, чего-то прикольного. Вот. Я думаю, это очень важно и интересно. Еще раз. Раз, два, три. Нормально. Раз, два, три. А теперь при хлопке добавляем слово «ха». Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Секта какая-то отвечает. Теперь то же самое под музыку. Давайте держим руки, чтобы это несколько первого росло и удивляло. Раз, два, три. Я надеюсь, что тех, кто будет смотреть, будет много. А если даже немного, если мы вот этим фильмом сможем вдохновить хотя бы одного человека, то я думаю, что мы перевернули игру. Я считаю, что вся наша жизнь — это игра, и надо подходить ко всему играючи и с большой любовью. Когда ты действуешь от сердца, с точки зрения улучшения этого мира, этой планеты, то, наверное, это самая высшая точка человека, именно Созидателя, именно Джаратмана, я имею в виду. Поэтому, дорогие мои, давайте топить. Кыргызстан только начинает какие-то шаги в этом направлении. Действовать можно во всех направлениях. Главное, верьте, что у вас все получится. Не слушайте никого, слушайте только свое сердце. И все у вас получится. Я уверен, что в скором времени у нас будут наивысшие показатели, и весь мир заговорит о нашей стране. Расхат говорил, что, возможно, мы уже не придумаем классную машину, как Mercedes или там BMW, но мы можем всегда снять классный фильм, который будет иметь влияние и привлечет внимание общественности, мировой общественности к нашей стране. И таким образом мы сможем зарабатывать на этом деньги и также развивать нашу экономику. Hech qachon